Крымский вечер с радио «Крым Реалии». Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Россию освободить Олега Сенцова. Режиссер голодает в российской колонии 135 дней. На 20% больше, чем в России. В Крыму выросло число ВИЧ-позитивных. Подконтрольного Кремлю заместителя министра образования Крыма Айдера Аблетипова не пустили в Швейцарию. Что на заседании ООН по правам человека стало известно о ситуации в Крыму и что на полуострове происходит на самом деле? Об этом поговорим с гостем нашей студии Ахтемом Чайгозом. С вами Александр Янковский и Юлия Дрозд. Это радио Крым Реалии. На полуострове слушайте нас на 105,9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Точка зрения. Это радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский и Юлия Дрозд. И начнем с самых главных событий этого дня. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию освободить Олега Сенцова. Об этом он рассказал в интервью российскому изданию «Эхо Москвы». Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Режиссер отвергает все обвинения. Он находится в колонии Лабытнаги за Северным полярным кругом. С 14 мая Сенцов голодает, требуя освободить из российских тюрем украинских политических заключенных. Немедленно освободить Сенцова неоднократно призывали международные организации, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки, художники и активисты во всем мире. А сейчас мы послушаем фрагмент интервью Курта Волкера о Сенцове. Он находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки. Он был вывезен из Крыма, ему насильно присвоили российское гражданство, которое он отвергает, ему предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает, и представленные доказательства его вины не очень убедительны. И я считаю, что как минимум в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи Олега Сенцова следует освободить, с учетом его состояния. Давайте не будем злоупотреблять ярлыком терроризма для борьбы с политическими противниками. Это, напомню, сейчас вы слышали слова Курта Волкера, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины. Они были сказаны в эфире радиостанции «Эхо Москвы». О том, что это означает, будет ли иметь влияние вот эти слова Курта Волкера на российское руководство, мы спросим у Николая Давидюка, украинского политолога, с которым сейчас мы будем говорить по прямой телефонной связи. Николай, здравствуйте. Доброго вечора. Ваше мнение, будут ли услышаны вот эти слова Курта Волкера? Дуже б хотілося, щоб, скажімо так, переговори з Російською Федерацією велися конструктивно. Але ми дуже часто знаємо, що Росія веде переговори тільки заради того, щоб затягувати час і робити свою брудну місію. І на превеликий жаль, Росія розуміє тільки силу. І, наприклад, санкції, які вводить сьогодні Британія, які поновлюють Європейський Союз і Сполучені Штати, це єдине, що впливає. Протести пенсіонерів, які пішли від безгрошів'я і жадібності путінських олігархів, які обкрадають бюджет, це якраз один з таких сценаріїв. А говорити про те, що Путін чує слова, скажімо так, занадто романтично. Николай, скажите, а на ваш взгляд вообще, почему вот это было одним из немногих заявлений Курта Волкера, где вообще прозвучала тема Крыма? Ну и в частности, там также в этом интервью на «Эхо Москвы» Курт Волкер говорил о том, что Россия сама во многом виновата в том, что Украина сейчас так относится к России. Не в последнюю очередь из-за аннексии Крыма. Так вот, почему аннексия Крыма, она нигде не звучит на международных площадках? Имеется в виду, почему до сих пор не удалось усадить Россию за стол переговоров относительно Крыма?
Дивіться, насправді Волкер спецпредставник по переговорах по Донбасу, тому з його вуст, скажімо так, він відповідає за свій напрямок, тому і зрозуміло, що там може тему Криму випускати. На міжнародному рівні звучить, тобто і на площадці ООН, і в багатьох міжнародних переговорах і Україна ніколи не погоджувалася з тим, що Росія окупувала Крим і що це начебто її територія. І ті, скажімо, проблеми, які сьогодні є в Азовському морі, це якраз таки через те, що Україна не бажає погоджуватись на російський сценарій. Зрозуміло, що Путін всюди намагається пропихнути ідею, посіяти і оплатити проростання цієї ідеї про те, що питання Криму закрите і все. І це навіть можна чути від деяких проросійських і російських політиків в Україні, так, які там намагаються ще й в президента йти. Але насправді тема не забута, вона не признана, не визнана. Просто сьогодні, скажімо так, в політикуму не вистачає розуміння, як правильно сьогодні підійти щодо її вирішення. Друге, можливо, дійсно, що переговори треба буде вести не з Путіним, а з наступним президентом. Це питання не виключається, але тим не менше це не знімає відповідальності опускати це питання, чи не брати до уваги, чи забувати про нього. Тобто це повинно бути постійно в порядку денному українських політиків, європейських політиків. І зрозуміло, що на таких майданчиках, як ООН, які зараз, власне, мають місце бути, повинно це питання підійматися. Спасибо. Это был Николай Давидюк на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Николай Давидюк, украинский политолог, а мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Репортаж. Крымско-татарского активиста Асана Чапуха перевезли из СИЗО Симферополя в городскую больницу номер 7. Об этом рассказали родные Асана. Подробности о состоянии его здоровья они, впрочем, пока не сообщают. В ноябре Чапуха задержали в Крыму вместе с другими активистами. Российские силовики обвиняют его в вымогательстве денег у гражданина Турции. В декабре 2017-го Чапух перенес микроинсульт в СИЗО и нуждался в срочной госпитализации. Позднее он прошел обследование, но диагноз и состояние его здоровья остаются неизвестными для адвоката. 15 сентября этого года Чапух объявил голодовку, требуя оказания квалифицированной медпомощи. Однако спустя несколько дней был вынужден прекратить ее по просьбе адвоката. Крым в центре внимания. В школах Армянска в среду возобновятся уроки, сообщают РИА Новости Крым. По словам российского вице-премьера Крыма Юрия Гаценюка, школы полностью готовы. Цитирую, режим ЧС был отменен, поэтому у нас есть все основания возвращать детей домой. В понедельник из оздоровительных учреждений в Армянск вернулись мамы с детьми. В город прибыло порядка 1550 человек. На вторник запланирован отъезд из лагерей школьников 2-11 классов. Конец цитаты. Заместитель главы российского правительства Крыма отметил, что спортивные детские площадки города обработаны водой, а в детских садах и школах организованы влажные уборки. Напомним, 24 августа на заводе «Титан» в Армянске произошел первый выброс. Более 4000 детей эвакуировали из города. Российские власти Крыма называли ситуацию стабильной, однако позже все-таки ввели в армянский режим чрезвычайной ситуации. 23 сентября этот режим отменили, и в город начали возвращаться жители. На 20% больше, чем в России. В Крыму возросло количество ВИЧ-позитивных. Об этом сообщает сайт подконтрольного Кремлю правительства Крыма. Отмечается, что за 8 месяцев текущего года показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил более 40 человек. Это на 14% выше уровня прошлого года и на 20% выше среднего показателя по России. На диспансерном учете в Крыму состоят более 11 тысяч инфицированных. В то же время российские власти Крыма отмечают, что населению полуострова недостаточно объясняют, как провериться на наличие ВИЧ-инфекции. Ранее на полуострове утвердили новый перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов на этот год. Однако в него не вошли препараты от ВИЧ. От СПИДа, это последняя стадия ВИЧ-инфекции, за последние 30 лет в Крыму умерли более 2500 человек. И к другим новостям. Корабли «Донбасс» и «Корец» военно-морских сил Украины пришли в Мариуполь, сообщает пресс-служба командования украинских военно-морских сил. 23 сентября корабли прошли под Керченским мостом. Ситуацию с воздуха контролировали самолеты-разведчики США. Как сообщили в командовании военно-морских сил Украины, корабли проходили пролив в сложной обстановке.
Российские чиновники заявляли, что командование заплатило российскому лоцману за услуги провода. В то же время заместитель командира ВМС Украины Андрей Тарасенко в эфире радио Крым Реалии эту информацию опроверг и заявил, что вопрос об оплате даже не поднимался. Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express, сегодня в утреннем эфире радио Крым Реалии выразил мнение, что вход кораблей в Азовское море, вход украинских кораблей в Азовское море – первый шаг к созданию украинской военно-морской базы. Флот состоит из боевых кораблей и вспомогательных судов. Боевые корабли самостоятельно действовать не могут, потому что им нужно обеспечивать базирование, их надо ремонтировать периодически. Экипаж где-то должен отдыхать, где-то должны храниться запасы и тому подобное. Как известно, на Азовском море инфраструктуры нет вообще никакой, военно-морской никогда не было. Это необходимая мера, когда нет ничего, ставится плавбаза, временно находится, там может базироваться и штаб, и так далее, и так далее. Потому что на постройку капитальных сооружений нужно время, деньги и так далее. У нас нет ни времени, ни денег в настоящее время, как вы понимаете. Далее. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу адвокатов руководителя Российской прокуратуры Крыма Натальи Поклонской. Ну, а теперь она депутат Государственной Думы России, да, Наталья Поклонская? Совершенно верно. Об этом в Фейсбуке написал адвокат Максим Могильницкий. В Украине Поклонскую подозревают в государственной измене. Адвокаты в жалобе утверждают, что Украина нарушила право Поклонской на справедливый суд. Цитирую: «Мы проинформировали ЕСПЧ о недопуске адвокатов к материалам дела, о нежелании Генеральной прокуратуры Украины признавать полномочия защитников, а также о других грубых нарушениях прав человека на защиту. Не забыли указать и на явные признаки наличия в этом деле политических мотивов, а также на прямые нарушения столичным Печерским судом Конвенции о заочном следствии в отношении госпожи Поклонской», рассказал о сути жалобы Могильницкий. Крым Реалии обратились за комментарием в украинскую прокуратуру. Там пообещали нам подготовить ответ в ближайшее время. Новости. Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов предложил поставлять сельхозпродукцию в так называемую ДНР. Такое заявление Аксенов сделал на встрече с заместителем главы так называемого правительства ДНР Владимиром Антоновым. На встрече Сергей Аксенов предложил соединить в новом формате промышленный потенциал ДНР и транзитные мощности Крыма и выразил готовность обсудить вопрос обратных поставок плодовочной продукции, продукции сельского хозяйства. Соответствующее предложение прорабатывается, написал Аксенов 25 сентября на своей странице в Facebook. Ранее гендиректор подконтрольного России предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков сообщил, что крымские порты начнут отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии в конце этого года. Напомню, что вот почему эта новость не может не вызывать улыбку. Потому что в Крыму из-за засухи объявили в этом году режим чрезвычайной ситуации в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Уже в конце мая, Аксенов сообщал, что ущерб крымских аграриев от весенней засухи составляет более 1 миллиарда рублей. И еще несколько моментов. Да, вот эта самая нехватка пшеницы и других зерновых, она уже привела к тому, что предприятие «Крымхлеб», например, повышает с 1 октября цены на хлеб минимум на 10%. Но и также можно было услышать в эфире радио Крым Реалии выступления экспертов, которые говорят, что приблизительно от 12 до 18% вот такой будет плата крымчан в этом году за неурожай зерновых на территории полуострова. О каком экспортном потенциале и поставках сельхозпродукции в так называемую ДНР, говорит Аксенов, но пока остается непонятным. Тема дня. Швейцария отказала в визе подконтрольному Кремлю заместителю министра образования Крыма Айдеру Аблятипову, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на МИД России. Аблятипов планировал принять участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. В МИД подчеркнули, что Москва разочарована этим решением Берна. Цитата: «Сожалеем, что в Швейцарии лишили российского представителя права поделиться своими оценками и донести до авторитетной правочеловеческой структуры реальную картину происходящего на полуострове Крым». Конец цитаты. На этой же сессии в Женеве принимают участие и представители России. Об этом сообщил Александр Молохов, один из подконтрольных Кремлю руководителей представительства Крыма при президенте России. Цитирую: «Мы планируем поднять перед международной аудиторией вопросы массового нарушения основных прав и свобод крымчан в условиях тотальной блокады полуострова и продолжающихся незаконных так называемых крымских санкций со стороны США, Украины и ЕС, а также проблематику преследования крымских татар украинской стороной на ее территории».
В то же время в Женеве сегодня выступал Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа в Украине. Этот Меджлис подконтрольный России Верховный суд Крыма в 2016 году признал экстремистской организацией и запретил. Однако в апреле 2017 года Международный суд ООН по украинскому иску обязал Россию отменить ограничения на деятельность Меджлиса. И Россия эти обязательства не выполняет. О том, как сейчас Меджлис работает на материковой Украине и как на полуострове подконтрольные Кремлю власти преследуют крымских татар, мы поговорим с гостем нашего сегодняшнего эфира Ахтемом Чийгозом через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире радио Крым Реалии. В эфире радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на 105,9 FM на территории Северного Крыма, а также на частоте 549 кГц на средних волнах утром в 7:35 и в обед в 12:10. Ежедневно с понедельника по пятницу мы с вами встречаемся в это время на средних волнах. И круглосуточно читайте материалы Крым Реалии, читайте то, что вы не успели услышать на сайте Крым Реалии. Сайт доступен на 3 языках, на русском, украинском и крымско-татарском. И там же, вот в правом верхнем углу, если зайдете на сайт, есть кнопочка «Слушать радио Крым Реалии». Нас можно также и слушать 24 часа в сутки. Я представляю нашего гостя. Это заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Ахтем, здравствуйте. Добрый вечер. О чем мы сегодня говорим? Сегодня, вот прямо сегодня, именно в этот день, 25 сентября, в Швейцарии выступал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров на Совете по правам человека в Организации Объединенных Наций. Этот совет, сессия этого совета, уже 39-я, она проходит с 10 по 28 сентября этого года. И совет этот по правам человека – это межправительственный орган системы Организации Объединенных Наций, в состав которого входят 47 государств, которые ответственны за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. Давайте начнем беседу вот с чего. С чем поехал туда Чубаров? В общем-то, эту площадку, как и равно другие, мы используем для того, чтобы информировать, так сказать, с первых уст о истинном состоянии дел, что сейчас происходит в Крыму. Мы, может быть, одни из тех, которые мониторим постоянно, беспрерывно, имеем свежую информацию о всех проблемах. И самое главное, не дать возможность на этих площадках спекулировать представителям, так сказать, оккупационных властей, либо этого государства, которое нас военным путем захватило. Давайте, кстати, уже появился, еще даже не было выступления Чубарова, но уже произошел скандал, в связи связанный он был с недопуском господина Аблетипова. Айдер Аблетипов – это подконтрольный заместитель Министерства образования Крыма. Его не пустили, ему не выдали швейцарскую визу. Вот как он прокомментировал, господин Аблетипов, это свой недопуск в Швейцарию. Давайте послушаем. Изначально консул Швейцарии был настроен категорически против моего выезда туда и выступления на сессию. Почему у меня такое мнение сложилось? Начались непонятные вопросы. Почему я принял гражданство? Когда я принял гражданство? Не дотянули до последнего, до пятницы, до вечера. И в конце рабочего дня они сказали, что мне отказывают в выдаче визы. Я могу предполагать, та информация, которая мною была подготовлена, не устраивала. Но это был комментарий господина Аблетипова, он его сказал в эфире телеканала «Крым-24». Мы также еще читали его другие комментарии. Он говорит, что он хотел поехать
туда, в Швейцарию, и выступить на этом Совете по правам человека Организации Объединенных Наций для того, чтобы рассказать, что якобы в Крыму все в порядке в сфере образования в первую очередь. А вы что можете сказать? Вы знаете, когда речь заходит о вот таких вот подлецах, приспособленцах, которые вошли в оккупационную власть, рассчитывать на какую-либо объективность суждения хотя бы по таким вопросам, как гуманитарным аспектам, да, там, вот его область образования, он за нее отвечает, на моей памяти, еще будучи, Крым был, когда в Украине, я очень убежден, что скоро снова мы вернемся в Украину. Так вот, настолько ситуация ухудшилась в сфере образования на родном языке, и не только крымско-татарском, но и украинский язык, что мы опустились на уровень советского периода в местах депортации, когда это факультативно, либо в некоторых школах в начальных классах преподавалось. Украинские школы вообще закрылись, там, по-моему, остались единицы, их и не так много было, к сожалению, но давление, и вообще-то цель понятна, абсолютно нивелировать все, что касается с национальными факторами на территории Крыма, что связано с украинцами и, конечно же, в первую очередь с крымскими татарами. У нас закрываются, либо, как они это называют, переформатирование детских групп, вот эти вот в детских садах, да? В детских садах, где при Украине мы только начали, и очень успешно это пошло, эти группы, начальные группы, которые потом переходили в национальные классы, либо в национальные школы, да? Сейчас этот процесс фактически нарушен. Сегодня нас возвращают в те времена, когда мы свой язык сохраняли на уровне бытового общения. Хотя за последние 20-25 лет мы очень большого прогресса достигли, да? Заложили, как бы нам казалось, основы того, чтобы уже все уйти от проблемы того, что наш язык будет исчезать. Сейчас мы столкнулись снова с этой проблемой и повлиять не можем. А почему вы так думаете? Вот, нет, почему так, на ваш взгляд, почему так действует Россия сегодня? Ведь даже во времена Советского Союза, да, при всех негативных моментах все равно всегда говорили, у нас вот есть образование на всех языках. И там была идеологическая, конечно, составляющая. Ну, действительно, были и школы, в том числе там и на украинском языке, да, в Крыму не было, правда. Да, нет, нас не было в Крыму. На крымско-татарском языке не было, потому что не было народа, да, в тот момент в Крыму не находился. Почему сейчас Россия, на ваш взгляд, она не пытается даже создать такую картинку, если они же отправляют постоянно людей, говорят, и вот этот же самый человек, он Аблетипов, он говорит, что я поеду, я хочу рассказать, как вообще хорошо живется крымским татарам на территории Крыма. Почему тогда не создается такая-то картинка? Ну, это же не сложно же, вот на самом деле, открыть школы, да? В России деньги же есть, на мост есть деньги, да? Там. Тогда надо исходить из того, если ты предпринимаешь как государство, да, меры по возрождению и сохранению языка, чьей-то культуры, ты сразу дальше обременяешься другими процессами, да, то есть и политико-правовыми вопросами. Тут изначально бьется по языку, по культуре, для того, чтобы память стереть, нивелировать значение такого понятия, как не просто коренной народ, а как государство, образующее на этой территории. Понимаете? А это шестерки, которые будут, тем более оказавшись сейчас в такой изоляции, и они понимают, что наказание неизбежно коснется и этих шестерок тоже. Так вот, они сейчас еще сильнее будут рвение показывать, и они как страшный сон себе представляют, не дай бог, будет как-то обратный процесс исторически пойдет, и снова Крым вернется в Украину. Поэтому они оголтело будут кричать о том, что вот есть постанова закон, да, о 3 языках в Крыму, что есть там КИПУ, типа университета, да, что есть школы, где-то там они 1 сентября проводят, но
самое страшное то, что если период оккупации будет продолжаться еще какое-то значительное время, мы столкнемся с тем, что и историческое наследие будет уничтожено, причем хуже, чем в советское время. Не будет мотивации для того, чтобы какие-то объекты сохранить. Потому что при Советском Союзе так или иначе какие-то факторы действовали. Например, вот Ханский дворец не разрушили, правда же? Да, Занчерлы медресе его превратили, там сумасшедших поселили, а здесь не разрушили. А сейчас идет вот такая бесцеремонное варварство идет. Причем оно спланированное. Есть план по уничтожению исторической памяти, культурного наследия, нивелирования роли крымских татар. Если их нельзя выслать, как в 1944 году, то почему бы не сделать так, чтобы они сами покидали или вообще забыли понятие, что они народ? Ну, политика русификации, да, которая просто-напросто людям говорят, что, ну, вот есть вот мы все, да, все одна понятие нация, крымский да? народ откуда взял Путин? Что это за термин? Я не знаю. Вы знаете, откуда? Ну, это русские, которые теперь в себя должны вобрать все остальное, что там когда-то называлось многонациональным Крымом. Я предлагаю нам послушать, вот все-таки одному из россиян удалось выступить на этом, который заявляет, что он представляет Крым. Это Александр Молохов, это один из подконтрольных Кремлю руководителей представительства Крыма при президенте России. Он выступал сегодня как раз вот в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека. Слушаем. Мы говорили о том, что на самом деле с точки зрения самих ООНовских структур санкции в отношении Крыма незаконны. Об этом говорил спецпосланник ООН по санкциям господин Джазайри в своем докладе. Мы обращали внимание и на транспортную блокаду полуострова, и на информационную, и на водную блокаду. Говорили о энергоснабжении. Об этом впервые услышали на международной площадке ООН. И добраться до микрофона было очень непросто. Напомню, что это Александр Молохов, вы сейчас слышали его слова, а руководитель представительства Крыма при президенте России. В нашей студии Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Но вот вроде как удалось ему рассказать эти слова. А как вообще воспринимаются, вы часто общаетесь, да, вот с послами, с руководителями других стран, как они воспринимают те санкции, которые Европейский Союз вводит, в том числе на Россию из-за Крыма? В общем-то, они всегда демонстрируют свою решительность в понимании непризнания аннексии, но, с другой стороны, они чаще стали говорить о неких гуманитарных аспектах проживающих людей в Крыму. И вот тут немножко у них, вот как бы они сами шатаются в своих позициях. Но если чаще встречаешься и говоришь, то их иллюзии удается, во всяком случае, на какой-то период открыть. Например, на одной из встреч в Германии, в Берлине, в канцелярии Меркель, мне, причем на русском языке, он хорошо владеет, он мне пытался объяснить, насколько важны гуманитарные связи с Крымом, и в том числе вот мост, он не расценивался как грубейшее нарушение международного права, да, а рассматривался где-то, может быть, еще и в таком гуманитарном ключе. И я говорил о том, что это иллюзии, что это мост, это вообще Крым сам по себе не стоит целью и задачей для России, как сделать его каким-то привлекательным. И я даже показывал видеоматериал, который мне с Крыма прислали, как по этому мосту сотни военной техники движется, да, в тот период фактически ежедневно это было. Так вот, многие, как это у нас говорят, с одной стороны принимают жесткую позицию, с другой стороны пытаются сохранить какие-то там с ними контакты. Так вот, как раз-таки это и пытаются использовать такие вот как... Это Мохов, да? Да, Мохов, он не с Крыма.
даже по говору это слышно, потому что я такого не знал и ранее. Так вот, вот такие пытаются спекулировать на международных площадках, опираясь на то, что вот эти блокады, санкции... Их цель в чем? Снять санкции, конечно, чтобы потому западные что страны сняли санкции? Крым очень сильно стал бременем для России. Содержать его, это, думаю, что с дальнейшим будет еще сложнее. Хорошо, а почему тогда, на ваш взгляд, вот эта федеральная целевая программа, которая там предусматривала выделение на Крым до 2020 года больше 700 миллиардов рублей, сейчас ее еще увеличили там на сумму более 100 миллиардов. Почему тогда, откуда у России находятся деньги такие на Крым? Даже сами российские экономисты говорят, что это очень много денег, если брать там регионы России, там не выделяется столько денег, как на Крым. Тут можно, конечно, в Крым влить эти миллиарды, эффективности нету от этих денег. Крым не имеет материкового сообщения с Россией. И это осложняет, то есть для обычного региона при определенных затратах это было бы в плюс. Здесь даже при таких больших затратах оно не дает эффективности. Кроме того, Крым стал такой зоной поражения. Да? Все понимают, кто бы туда не попытался бы войти, он будет под бременем санкций. Он не стал привлекательным, как пытались нам его представить. Сегодня, как там, что бы ни говорили, туристический бизнес, его нету. Он в отсутствии, можно миллиарды туда влупить, но проблему с водой не разрешить. Я уже не говорю о том, что в Крыму все-таки большинство населения, хоть и очень много с материка заехали, но большинство населения помнят вкусные, качественные и недорогие продукты с Украины. Вот. И, конечно же, они также помнят, что они все время были недовольны той жизнью, но они имели право говорить об этом, да, более-менее хорошо питаться, более-менее быть свободными, да, как они думали, что это очень мало, и выражать свою точку зрения. А сегодня они все в большой зоне, и это миллиардами не перекроешь, никакими. Понятно. Принимается ответ. Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа в студии радио Крым Реалии. Еще один очень интересный момент. Вы знаете, да, что сегодня членов Меджлиса крымско-татарского народа, их внесли в список так называемых крымоненавистников, который, вот этот список его создает Общественная палата Крыма. Об этом рассказал председатель этой организации Григорий Иоффе, бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым. Он сказал, что мы продолжаем работу по формированию крымского досье. Это список людей, которые, на их взгляд, заслуживают общественного презрения за свои позиции. Меджлисовцы перешли к прямым действиям, которые можно было назвать террористическими, устраивали блокады. Все эти факты были рассмотрены, а материалы помещены в крымское досье, сказал Григорий Иоффе. И по его словам, в эти списки, значит, попали Мустафа Джемилев, Рифат Чубаров, Ильми Умеров, Ахтем Чийгоз и Ленур Ислямов. Будет ваш комментарий? Ну, Ленур Ислямов, во-первых, не член Меджлиса. Во-вторых, этих списков, поверьте мне, с 2014 года, еще вот буквально с момента оккупации, они появлялись в разных ведомствах России, и они уже были. Поэтому удивительно, что Иоффе, на что он рассчитывал, что сейчас вдруг разразился этой, значит, истерией. Зачем ему это надо? Он уже не депутат. Составлять какие-то списки. Иоффе прекрасно понимает, что нужно кормить местное население таким понятием, что есть враги, и для Крыма враги должны быть узнаваемы. Не что-то там Америка, вот это не прошло, да, там Европа враги, вот уже все, приелось, эти все враги, теперь население уже устало и больше претензий предъявляет то этому Гоблину, то Константинову, да, то другим, и тому же Иоффе. Теперь вот нужно показать, что, вот, знаете, вот мы же говорили, что для нормального жития нам всегда Меджлис мешает. Вот посмотрите, сейчас это вот продолжение, и вот они, конкретные лица. Так уже, как бы и Меджлис как бы уже не мешает, а все равно где эта жизнь нормальная? А вот тут нет. А нет? Тут нет.
я сегодня уже комментировал, ну, как бы, понимаете, Меджлис – это структура, это орган национального самоуправления, который люди выбирали. Это вот сегодня абсолютно вся система, неважно, из-за этих репрессий, там, запретов, она функционирует, форму поменяла. Не стала столь публичной и откровенной внутри Крыма, да, там через акции, митинги, там, собрания, но самое основное взаимодействие с людьми, быть у людей в авторитете, с самого села до города, до районных образований, это все равно осталось. Это никакими репрессиями не уничтожишь. Сам принцип, который народ наш десятилетиями вырабатывал и сказал, что это наша власть, наши лидеры, которых мы выбирали и мы им доверяем, это никакими санкциями не запретишь. Ахтем Чийгоз, студия радио Крым Реалии, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Но я еще одну цитату позволю господина Иоффе. Он сказал о том, что мы дальше будем изучать деятельность остальных членов Меджлиса. Надо понимать, что это его слова, Иоффе, что это нелегализованное общественное формирование, которое в России запрещено, на Украине не имеет никакого статуса. Они не зарегистрированы в законодательном поле, поэтому, когда Киев требует отменить запрет на Меджлис, в России возникает вопрос, почему они сами его не легализовали, интересуется господин Иоффе. Можете рассказать господину Иоффе про статус Меджлиса? Про статус Меджлиса сегодня, я помню, я еще в тюрьме сидел, и Верховная Рада определила статус. А что касается наших прав как коренного народа и как претендующего на автономное образование, сегодня эти изменения в Конституцию прошли уже какой-то путь, и они выходят на финишную прямую. Уже сегодня вопрос находится в такой стадии, что самое главное, наше общество здесь в Украине и в Крыму понимает, что время пришло его разрешения. Ну, такие как Иоффе и другие, они будут истерить, конечно, но мы будем дальше двигаться. Ахтем, когда это может произойти? Я так понимаю, сейчас вы говорите про статус крымско-татарской национальной автономии. Это возможно произойдет до выборов президента, до выборов парламента? Когда это может произойти? Наш президент продемонстрировал, что про вопросы, связанные с НАТО, с евроинтеграцией, которые 25 лет нам обещали, его воля, решительности и, главное, поддержки большинства народа позволила провести конституционным большинством. Я убежден, и наш вопрос также с его настойчивой позиции будет проголосован. Понятно. Какая вообще, давно хотел у вас спросить, какая стратегия у Меджлиса по возвращению Крыма? Кроме крымско-татарской автономии. Вот есть ли стратегия? Это инструмент, так. А стратегия? Стратегия усиления Украины и на международных площадках, и здесь. И мы над этим очень сильно работаем. Без этого все остальные, вот все наши действия и наши стремления не будут столь эффективными. Самое основное сейчас, и мы об этом уже говорим, создание международной площадки по Крыму, по деоккупации Крыма. Просто говорить о том, что не будем признавать аннексию, этого уже сегодня недостаточно. Это переговорная площадка? Это не просто переговорная, это должно быть таким вот форматом, который определит вот те соглашения нормандские, которые когда-то, будапештские, которые подписывались ведущими странами. И вот тут мы получили поддержку у нашего президента, и думаю, что инициатором такой площадки тоже должен выступить наш президент. Но за столом переговоров, как субъект, должны сидеть мы. А вы имеете в виду сейчас крымские татары? Или... Да, так. Я имею в виду представительный орган. Конечно, кто-то нас должен представлять, и это очень важно. За этим столом должно ли быть место для России? Когда я поднимал вопросы и в Госдепе, и в Европе, мне
то же самое говорили. А вот Россия же не согласится. Я говорил, мы не должны сейчас исходить из этого. Мы должны сперва сами все сесть и сказать, как мы хотим деоккупировать Крым. Каков наш порядок действий. У нас есть свое видение. В первую очередь, это, конечно же, увеличение санкций и, самое главное, обеспечение безопасности проживания людей, наших граждан в Крыму. А это можно обеспечивать вхождением туда всех институтов европейских и международных по обеспечению самого главного – безопасности жизни. Тогда и процессы будут идти быстрее, ускореннее, и тогда и местное население будет иметь право голоса, я имею в виду выражать открыто те симпатии, о которых мы все знаем, что они осуждают оккупацию и так далее. То есть там есть по-разному не по-разному, мы все говорим о своих предложениях, но это должно формализоваться вот на таком круглом столе или там не знаю каком столе, но когда ведущие лидеры стран вместе с нами сядут и такую программу выработают. А вот уже потом России нужно предъявлять, не ждать от нее возможности, желания разрешения этих проблем. Нет. Нужно предъявлять и нужно настаивать. И за каждым отказом увеличивать санкции. Вплоть, все равно я убежден, мы придем к такому моменту, когда и будут нефтяные эмбарго, и, в общем-то, и это надо делать. Изоляция, она будет стимулировать протесты, вот вы сказали вначале, в том числе в самой России. Вспомните недавние митинги в Питере, в Москве, это ведь уже пацаны были, молодые ребята были, молодые дети, в принципе, 16-17 лет. Это не Навальные, это не Явлинские, это вот то поколение, которое уже... Которое не знало, что такое Советский Союз, да, на самом деле. Которые уже точно не хотят жить в такой стране. Так, чтобы их не подавили, не раздавили, не уничтожили, нужно стимулировать, показать своему местному населению, что вот этот зверь, который грозится всему миру, а в первую очередь уничтожает свою страну, он будет изолирован. Он не так всесилен, как пытается он показывать своему населению. Ахтем Чийгоз в студии радио Крым Реалии, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Одна вот из таких международных площадок по-прежнему остается, наверное, самая авторитетная такая площадка, и самая авторитетная организация – это, конечно же, Организация Объединенных Наций. Вчера вечером туда прибыл, в Соединенные Штаты Америки, где находится, собственно говоря, штаб-квартира ООН, прибыл президент Украины Петр Порошенко. Ожидается, что завтра он будет выступать на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Как сообщила пресс-служба президента, глава украинского государства выступит с речью во время общих дебатов, примет участие в саммите миротворчества ООН и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира. По данным пресс-службы, особое внимание во время визита будет уделено углублению Украино-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Президент встретится с представителями деловых кругов США. Кроме того, в рамках программы пребывания в Нью-Йорке Порошенко встретится с лидерами украинской общины США в Нью-Йорк. Ну и, конечно же, будет звучать и тема Крыма. Генеральная ассамблея ООН, вопреки желанию, нежеланию России, включила в повестку дня пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Вы принимали участие? Вы сейчас, я имею в виду, как структура, как Меджлис, в подготовке вот этого выступления Порошенко? Ну, не столько выступления. Вообще наш президент... Фактажа, да? Да, фактажа. Наш президент славится очень сильными спичами и вот такими месседжами. Он уже это сделал. Он назвал определяющим вот то, что неудобно ряду стран там, европейских и самой России, кражей в 21 веке, наглый, бесцеремонный, и он определил роль Украины на международных площадках. Он сказал, что мы никогда не смиримся с подобным положением. И то, в каком состоянии сейчас наше общество, армия, наше государство, мы уже не позволим не считаться, и за нас
определять какие-то переговоры и действия. Вы ожидаете что-либо конкретного от Организации Объединенных Наций, конкретной помощи? Знаете, вот вы сказали самое авторитетное, все площадки для нас важны. В такой ситуации мы успеваем перекрывать все международные площадки, и вот благодаря этому не удается России манипулировать. Да? Вот сейчас вроде как скоро будет еще и площадка ПАРЕ, где не успокаиваются вот эти настроения вернуть, да, Россию при сохранении положения дел. И там тоже очень большая работа ведется. Если мы сумеем перекрыть ООНовскую площадку, но не перекроем эту площадку, вот эта вот системность будет нарушена. Пусть один кирпич, который выпадет, он может разрушить, снова привести нас к 2014 году глубокой озабоченности ситуации в Украине. Поэтому у нас уже есть определенные позиции, место на этих площадках, и мы уже не те, которые были в 2014 году. Это точно. Спасибо. Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, был гостем студии радио Крым Реалии. Программа «Крымский вечер» продолжится через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Это «Крымский вечер», радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский и Юлия Дрозд. На полуострове, напомню, нас можно слушать в Северном Крыму на частоте 105,9 FM. А трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и также на канале YouTube. Повышайте градус, что называется. Ну и, конечно же, звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для жителей Крыма абсолютно бесплатные. Ну а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Ну и далее мы будем говорить о том, что же принесет нам завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио Крым Реалии. В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Начнем с не очень хорошей новости для чиновников аннексированного Севастополя. Ну кто ж так анонсирует? Давай лучше так. Начнем с не очень хорошей новости для чиновников аннексированного Севастополя. Что ж за новость? Не очень хорошая. Зарплату им не повысят. Вот такая новость. Сообщает информационный канал Севастополя. Департамент финансов, дело в том, что город отказался принять соответствующий законопроект. Там сели и подсчитали, что повышение оплаты труда чиновников обойдется в кругленькую сумму, внимание, почти 500 миллиарда рублей в год. Это треть общего бюджета города. А учитывая, что Севастополь – это дотационный регион, такие траты в финансовом департаменте города считают невозможным. Так что повышения зарплат не будет. Не будет. Вот. Да, плохая действительно новость, но не для всех. Но для чиновников точно плохая. А тем временем в Крым приедет делегация из Норвегии. Но вот слово «делегация» – это, конечно, очень интересно, поскольку оно предполагает, что кто-то кого-то делегировал. Но тут все гораздо проще. Значит, поскольку о том, что приедут в Крым люди из Норвегии, сообщил Юрий Гемпель, а он является председателем комитета Российского Госсовета Крыма по межнациональным отношениям. По его словам, полуостров, вот теперь слушаем правду, между строк читаемую. По словам Гемпеля, полуостров посетят 10 человек из Норвегии. И уже подтвердил свой приезд руководитель так называемого объединения народных дипломатов Хендрик Вебер и норвежский ученый Монс Лие.
И это уже не первый их визит в Крым, говорит Гемпель. В этот раз они пробудут на полуострове 5 дней, встретятся с общественниками, депутатами Российского Госсовета и студентами. А отметим, что согласно украинским законам, въезд в оккупированный Крым возможен только через украинские пункты пропуска. Иначе делегатам, вот этим людям, да, из Норвегии грозит запрет на въезд в Украину, а в скором времени, может быть, даже и тюремное заключение. В общем, мы предупредили, а они пусть решают сами, что и как. Дальше. Подконтрольные Кремлю власти Крыма ждут решения Владимира Путина. Опять о деньгах. У меня все новости сегодня о деньгах. Решение о выделении денег на ремонт дорог. Это важно, сообщил Крыминформу российский вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. 154 миллиарда рублей стоит все это дело. Российские чиновники Крыма, они хотят получить эти деньги до 2024 года. Согласно принятой стратегии, к этому времени в Крыму должны отремонтировать половину магистральных дорог и больше трети муниципальных. По данным Госкомитета дорожного хозяйства, общая протяженность дорог в Крыму больше 6 тысяч километров. На их ремонт, по словам Нахлупина, в год будут тратить на 20-25 примерно миллиардов рублей. Напомню, за неосвоение бюджетных денег, вот мы об этом вчера говорили, российский глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением. Так что деньги есть, пусть ремонтируют. Ты знаешь, на самом деле сегодня уже мне даже было так смешно читать эти новости, когда люди спрашивают в Симферополе: скажите, а зачем вы сразу ремонтируете все основные дороги? Ну, проехать же невозможно, просто город встал в пробках. А им говорят: извините, мы не можем. Если мы не освоим эти деньги до конца года, да, то нас просто всех накажут и выгонят с работы, поэтому стойте в пробках, сохраняйте спокойствие. А про качество ремонта дорог можно будет узнать сразу же, я думаю, после первого же дождя. А тем временем, еще один ремонт. Значит, вторую взлетную полосу и рулежные дорожки аэропорта Симферополя обещают отремонтировать до конца марта следующего года, пишет Крыминформ со ссылкой на сайт госзакупок. Сейчас аэропорт проводит тендер. Начальная стоимость работ больше 100 миллионов рублей. Напомню, что после аннексии полуострова России в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и обратно являются нарушением законов Украины и международных правил. Поэтому на авиакомпании могут накладывать международные санкции как со стороны Украины, так и международной организации гражданской авиации. На данный момент полеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании. А теперь легкие, хорошие, опять сладкие новости. Варенье добра. Благотворительная ярмарка рукоделия и угощений пройдет в Евпатории 29 сентября в рамках акции «Белый цветок», передают новости Крыма. Ярмарка начнется на Театральной площади в 12:00. Ее осветит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. На ярмарке взрослые дети представят ручные изделия. Для детей также проведут мастер-классы по украшению пряников и печенья. Студенты Евпаторийского кулинарного техникума и дети из организации «Подари надежду» сварят варенье добра. На ярмарку можно будет принести и свои авторские изделия, если вы любите печь, готовить и так далее. Приносите, их продадут на аукционе. Все собранные деньги пойдут на лечение больных детей в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. И еще одна новость, теперь морская новость, но это не о проходе украинских кораблей в Азовское море, а о том, что, значит, кстати, напомним, да, что еще вчера нам сказали, прокомментировали о том, что украинские корабли, украинский флот не платил за проход этих самых кораблей через Керченский пролив. То есть все прошло, и даже вопрос этот не поднимался. А вот билеты на Крымскую комету могут подорожать, пишет сайт города Симферополя со ссылкой на директора крымских портов господина Алексея Волкова, который много иронизировал по поводу прохода украинских кораблей через Керченский пролив. Но вот доиронизировался, теперь придется повышать билеты на Крымскую комету. Комета это не та, которая летает в небе, а та, которая плавает в море. Это пассажирское судно на подводных крыльях. Начало оно курсировать этим летом, в августе, между Севастополем и Ялтой. Обещали, что будет 4 рейса в день, но не каждый день эти рейсы случались, а в некоторые дни как бы их было максимум 2. Цена проезда. Сейчас вот стоимость проезда на этом судне от 200 до, наверное, до 1000 рублей, да, потому что до 1000 рублей. Загрузка рейсов, утверждает господин Волков, почти 100%. Но в следующем году, по его словам, в Крым поставят еще 2 таких кометы. Правда, и стоимость проезда тоже может возрасти. Цитирую: коллеги посчитали экономику, сейчас обдумывают, чтобы немного поднять цену. Но пока мы пытаемся удержать ее. И когда придут 2 новых корпуса, будем смотреть. Конец цитаты. Вот такие вот были новости завтрашнего дня.
Это самые главные события этого и будущего дня, с которыми мы вас хотели познакомить. И сейчас мы ожидаем в нашей студии у нас, где наш главный читатель? Где наш главный читатель, зритель и слушатель с сайта Крым Реалии? Станислав Юрченко! Встречаем! Крымский вечер с радио Крым Реалии. Здравствуйте, дорогой Станислав Юрченко. И с чем вы к нам сегодня пожаловали? Добрый вечер. Я пожаловал с топом, который выбрали наши дорогие читатели. Что же они читали, смотрели и слушали на сайте Крым Реалии. Один из самых популярных материалов сегодня – это текст наших коллег из Донбасс Реалии о сенсационном и фейковом заявлении начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, генерала-лейтенанта Николая Паршина, которое он сделал 17 сентября. Напомним, Николай сообщил, что ракета, которая сбила лайнер MH17, принадлежала Украине, а международная следственная группа фальсифицировала расследование трагедии. После этого российские СМИ заявили, что теперь Украине не отвертеться. Автор материала беседует с экспертами, которые объясняют, зачем России понадобилось так оболгать Украину спустя 4 года после трагедии. В этот момент, когда у мировой общественности есть все факты и расследования для понимания того, что за сбитым Боингом стоит как раз Россия. Не зря материалу под названием «Уже нечего обсуждать», почему Минобороны России винит Украину в трагедии рейса MH17 так заинтересовал читателей. Можете проверить сами. Проверим. Хороший, кстати, вопрос. Вот спустя 4 года вновь повторяется одно и то же вранье, хотя всем уже, казалось бы, все понятно. Почитаем. Да. Следующий топовый материал из раздела «Крым в соцсетях». В нем показано, как на интернет-форумах и в соцсетях идут жаркие баталии между старыми жителями полуострова и так называемыми «понаехавшими». Так уже прозвали в сети новых поселенцев, очевидно, совсем не от большой любви. Какая борьба ведется среди интернет-пользователей? Что говорят местные приезжие жители? Хотите узнать больше информации? Заходите на сайт Крым Реалии и читайте обзор социальных сетей «Местные и понаехавшие». На следующем месте в нашем топе оказался сегодняшний текст о прибытии президента Украины Петра Порошенко в США на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Там он должен сообщить о расторжении договора с Россией, обсудить вопросы, связанные с аннексией Крыма, российской агрессией на Донбассе и Азовском море. Что же об этом думают эксперты, которые сегодня утром звучали в эфире радио Крым Реалии, можно узнать из текстовой расшифровки под названием «Для России это будет болезненно. Какое решение по Крыму вынесет Генассамблея ООН». Также сайт Крым Реалии — это не только почитать, но и посмотреть. Именно из раздела «Фотогалерея» на что попал материал об осеннем равноденствии. В этот день солнце переходит из северного полушария в южное. В профессорском уголке курортная Луж день осеннего равноденствия оправдал все ожидания о подлинном бархатном сезоне. Температура воздуха достигала плюс 25, вода в море плюс 22. При такой погоде даже избалованному курортнику грех было жаловаться на погоду. Но уже на этой неделе синоптики прогнозируют похолодание. Корреспондент Крым Реалии отправился в профессорский уголок, чтобы запечатлеть последние теплые дни этого сезона. Последних профессоров. И последних профессоров он там искал, но не нашел. А вот фотографии моря, пляжа, некоторых туристов на всем этом фоне у нас есть. Станислав, а скажите нам, пожалуйста, а вот можно ли определить, сделаны фотографии цифровым фотоаппаратом или пленочным, вот когда они уже размещены на сайт? Нет. Нет. Когда на сайт уже нет. Как человек, который занимается фотографией уже так лет 8, занимался и цифровой, и пленочной, определить практически невозможно. Только если уж по скорости. Вряд ли с пленки можно получить что-то вот в тот же день, вот, если не было снято утром, публиковано вечером. Это вот единственное, что можно. Но если эта фотография уже через день, то на пленку можно сделать великолепного качества но кадры. туриста можно определить в любом случае. В любом на пленку случае. или на цифру он всегда виден. Да, давайте уж напоследок тогда. Материал от наших коллег с телепроекта «Крым Реалии». Из крымских сувенирных закоулков. Керченский мост разобрали на магниты, а на Путина денег жалеют. Журналисты телепроекта «Крым Реалии» прошлись по сувенирным лавкам в разных уголках Крыма, пообщались с продавцами и туристами, узнали все о сувенирных тенденциях сезона 2018 года. Что везут на память из Крыма курортники? Об этом смотрите в видеоматериале «Путин вышел из моды в Крыму». Какие сувениры раскупали на полуострове этим летом? Александр, скажите, какие сувениры вот были в конце прошлого столетия? Что везли из Крыма курортники? Лук ялтинский.
ялтинский Да, лук. А такой были магнитики в виде фиолетовый. ялтинского лука? Нет, магнитиков не было. Вы знаете, Станислав, мы делали такие сувениры, продавали их туристам, мы делали рапаны, значит, мы их срезали, вот эти рапаны, делали из них несколько слоев, и из одного рапана получилось, получалось порядка, наверное, где-то 8-10 сувениров. Их можно было хорошо продать каким-нибудь приезжим туристам. Это умно. Вот. Мы И просто рапаны продавали, не разрезали Вы их. продавали целиком рапаны, а мы их как бы делали из одного рапана, делали сразу 10 таких. И таким образом мы где-то косвенно знали, сколько же на самом деле приезжает туристов. Я вам скажу, Станислав, гораздо больше было, чем сейчас. Я вот тоже помню, кстати, крымский лук. Первый раз я попробовала в Крыму. И чебуреки. Ну, правда, чебуреки с собой из полуострова не вывезешь, наверное, а вот лук вывозили. Эмбарго. Да. А вот лук можно было привезти такой на шее, причем, знаешь, как вот Да. где-то Алоха там, да, вот такая была встреча, и так можно было делать в Крыму, чтобы слезы сразу наворачивались. Но, к сожалению, да, к счастью, крымский лук, На он этой не счастливой ночи мы слезливый, да. заканчиваем. Ну так прощайтесь тогда. Мы вам желаем всего доброго. Смотрите нас на волнах 105,9 FM. Мы вам... Слушайте, а смотрите нас На в Слушайте, Фейсбуке и в Ютубе. И смотрите, это важно, на Фейсбуке и Ютубе. С вами были Александр Янковский, Юлия Дрозд и Станислав Юченко. Всего вам доброго, до завтра.